Беспилотные системы стали главным разведчиком и охотником за техникой противника. Как работают эти крылья пехоты, расскажет разведчик-оператор БПЛА 29-го отряда имени Мингали Шаймуратова, спецназа Росгвардии России с позывным «Грек» Айбулат Булатов. Айбулат, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, самый главный вопрос, насколько я знаю, вы с 2022 года служите, а контракт подписали еще раньше. Какие задачи выполняли в зоне СВО? Я не всегда был, так скажем, разведчиком-оператором. До этого, до того, как пришел в группу беспилотных летательных аппаратов, я был обычно в боевой группе, пулеметчиком. В 2024 году я решил пойти в группу СКАТ, это специальная команда активных действий, которая была создана в отряде. Она занимается именно беспилотно-летательными аппаратами. И первый раз в 2024 году, в конце года, если не ошибаюсь, в сентябре, заехал с ними первый раз в командировку именно как в качестве оператора-разведчика. Я управлял именно коммерческими дронами, это такие же, как Мавики, третьи. То есть создается расчет из 4-5 человек, как это у нас было. В других подразделениях беспилотных летательных аппаратах я не могу сказать. Всегда везде по-разному. То есть, если существует расчет, это старший расчета, оператор FPV дрона, оператор-разведчик коммерческого дрона и сапер. Плюс еще 2 человека, которые охраняют это все. То есть имущество, самих людей. Вот такое большое подразделение, однако. Да, это все, каждый знает свое дело, так скажем. И наверняка нужны какие-то особые навыки для этого. Как долго вы проходили обучение, и помимо того, что вы и так прошли жесткий отбор для того, чтобы быть в этом элитном подразделении, что еще, каким требованиям еще нужно было соответствовать? Соответственно, именно в группе СКАТ, беспилотных летательных аппаратов, идет обучение. То есть человека отправляют обучаться. Это сперва обучают именно коммерческим дронам, управлению коммерческими дронами. Это те же Мавики. Это то, что может и в гражданской жизни тоже пригодиться, как навык. Да, потому что это много кому надо. Сейчас в данной ситуации, так скажем, в наше время, это особо нужно заводам, где создаются отдельные подразделения для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Для обучения человека летать нужен минимум 200 часов на симуляторе. То есть это человек с пультом перед экраном обучается летать в симуляторе сперва, перед тем, как ему доверят настоящий дрон. А физические какие качества? Это наверняка хорошее зрение, психоэмоциональная устойчивость, выносливость. Да, морально нужно быть ко всему готовым. Это тоже одно из, так скажем, первоначальных. И физическая подготовка. Так как физическая подготовка нужна обязательно, потому что оборудования очень много. Машина тебя, подразделение машины может отвезти в одну точку, а еще пешком нужно пройти еще несколько километров. Поэтому нужно... Выносливость тоже важна. Да. Хорошее здоровье, безусловно. То есть это не просто сидишь за пультом и что-то наводишь. Да. Это обязательно. Поэтому тренировки, не только физические тренировки, но и физические тренировки тренируют не только саму физическую подготовку, физику получается, но и моральную подготовку. Дух тот же да. самый. А это стереотип или какие-то геймерские навыки из обычной жизни могут пригодиться для того, чтобы служить в этом подразделении? Нет, не обязательно. Просто те, кто, молодежь в наше время, которая занимается именно компьютерными играми, и не обязательно это могут быть игры, сейчас очень много, где нужно молодому человеку, который хорошо играет, допустим, в компьютерные игры. У него реакция, наверное, быстрее. Да, и ему намного легче обучиться адаптироваться ко всему. Очень легко. Можно же сказать, что беспилотные войска сейчас это, по сути, элита армии. И насколько это решающий фактор
на поле боя? И какой вклад делают именно эти подразделения в нашу победу? Очень много на самом деле, потому что в наше время без операторов, так скажем, уже никуда не идут. Раньше было сперва артиллерии, потом уже только штурм. А сейчас артиллерия, беспилотные, Одновременно, камикадзе, наверное. да, камикадзе, коммерческие дроны, которые все смотрят, все видят. Вот. И с ними же, с бойцами, которые штурмуют что-либо, обязательно будет оператор, то есть дрон. У дронов очень много задач. Также разведка, корректировка, сбросы. А у FPV-дронов это обычно... Сейчас FPV-дроны, они переделываются очень много как. То есть они могут работать так же, как и наблюдатели. Скажите, а как проходит типичный день человека, выполняющего такие задачи? Приходит задача, подготавливаемся к задаче, едем, как только мы готовы к задаче, едем на место, на машине нас отвозят. Еще после этой точки, как нас машина отвезла, мы еще некоторые там по лесу, по полю, там, по городу можем идти пешком, неся очень много с собой груза, так как оборудования очень много, и сидим либо в окопах, либо в блиндажах, где-то где-то в здании. В скрытом месте, и Да. это может длиться часами наверняка. Не часами, днями, сутками. То есть вот здесь и как раз пригождается выносливость Да. и стрессоустойчивость в то же время. Да. Но от этого зависит судьбы и жизни товарищей, которые выполняют другие задачи. Те же самые артиллерия, наверное, и пехота. Да, то есть операторы, они большее время, они постоянно на воздухе, то есть они постоянно летают. Есть, естественно, сменщик, который может их поменять там, через 10 часов примерно. То есть каждые по 10 часов. Какие перспективы у оператора БПЛА? Есть ли там кадровая какая-то карьера, можно ли ее выстроить? Есть ли какие-то преимущества в дальнейшем? Может быть, какие-то льготы? Вы имеете в виду именно военнослужащих или уже уволенных? Военнослужащих, например. Льготы такие же, как у товарищей, которые прошли специальную военную операцию, которые до сих пор там. Мы особо ничем не отличаемся. Такие же люди, как и остальные военнослужащие. Также можно получить и офицерское звание, безусловно. Да. Стать командиром расчета, например. Да, может. Это постепенно человек показывает себя и растет. Вот. Ну, для того, чтобы стать офицером, нужно обязательно это высшее образование, вот, либо высшее военное образование, которое проходит обучение. А если говорить уже на гражданке, как это принято, вы, насколько я знаю, вот буквально месяц как В отставке? в отставке, наверное, можно вас с этим поздравить, потому что это новая глава в вашей жизни. И вот тот боевой опыт, который у вас за плечами, как он вам сейчас пригождается или, не знаю, вы планируете его внедрить в свою жизнь, мирную жизнь? Я, так скажем, был военнослужащим с самого начала, как отучился в колледже, стал военнослужащим и особо, как можно сказать, заново буду обучаться тому, как жить на гражданском, можно так сказать. Потому что быть военнослужащим и обычным гражданским человеком, это как бы... Немного отличается, да, наверное. немного отличается, да. Так скажем, если как ты работаешь военнослужащим очень много лет, ты уже привык к этой работе, и ты знаешь свою задачу. И когда приходишь в другую работу, уже когда на гражданскую работу, там уже немного по-другому. А насчет того, что пригодится мне или не пригодится навыки, посмотрим. Я только вхожу в гражданскую жизнь, так скажем. Ну и пожелайте тем, кто, может быть, сомневается или рассматривает такое подразделение, как БПЛА, для своей военной карьеры или просто для подписания контракта? Это войска, которые нужны сейчас очень сильно. Они очень много всего делают, дают также насчет разведки, информации, корректировки. Это очень важный аспект для наших войск. Вот, так как сейчас у нас министр обороны создает свои
подразделения, ну то есть не свои, а вообще подразделения в России с беспилотными летательными аппаратами, это хорошо. Я считаю, что это очень хорошо, так как это очень важная информация, очень важна для правильного распределения планов. Там. Ну и, соответственно, для достижения целей поставленных и для глобальной цели это победы? Так точно, это главная победа. Все ради победы. Я благодарю вас за то, что вы пришли на интервью. Желаю вам успехов в вашей гражданской жизни. И надеюсь, что сложится именно так, как вы задумали. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, что вы смотрели интервью на телеканале БСТ. С вами была Юлия Краснова. До встречи в эфире.